В нашей республике много талантливых людей, и мы с удовольствием вас с ними знакомим. Недавно я пообщалась с молодым талантливым музыкантом. Он окончил Московский государственный институт музыки имени Шнитке, Российскую академию музыки имени Гнесиных, лауреат международного конкурса и, к слову, многодетный отец. Сейчас узнаем нашего земляка поближе. Василий, первый инструмент на вашем творческом музыкальном пути – это балалайка. Почему такой выбор, когда он произошел? На самом деле это случилось в детстве. У меня семья музыканты. Папа баянист, мама баянист, ну и сестра баянистка, у меня есть сестра. Вот. В детстве я увидел по телевизору, Максим Фисун играл, это наш друг семьи. Вот. Фисуны, они известны достаточно в Сыктывкаре. И с тех времен мне захотелось тоже играть на инструментах, учиться музыке, собственно, и попасть на телевидение, собственно, к вам. Это сложный инструмент, балалайка? На самом деле, если играть на нем просто, частушечки, что-то более забавное, то, в принципе, инструмент достаточно простой. Но если учиться серьезно, то есть получать высшее образование, вот, тогда это все сложнее, намного сложнее. Каковы возможности этого инструмента? Вот это все-таки что-то в основном народное, или можно уходить уже в совершенно какую-то другую степь, может быть, настолько широко пространство для творчества? На самом деле пространство для творчества, оно зависит от музыканта. Насколько эрудирован или профессионален музыкант, настолько он может захватывать большой пласт музыки, как бы. И не важно на самом деле какой инструмент, потому что ты струнник, дай тебе струну, и ты сыграешь почти все. Но все-таки балалайка ассоциируется с народной музыкой, а что-то вот неподходящее, казалось бы, с первого взгляда для балалайки можете исполнить? Узнается песня? Есть еще другие инструменты в вашей конечно, жизни? Я взял с собой вот два еще замечательных инструмента. Это подвиды гитары. Вот, одна поменьше, другая побольше. Вот. Давайте коротко, да, каждая отдельно. Это у нас гавайская гитарка. Гавайская гитара – это струнно-щипковый инструмент, вот, четырехструнный. Это упрощенная версия, ну, обычной гитары, классической. Вот. Популярность большую приобрела на Гавайях, собственно, поэтому так и называется. Там ее назвали укулеле. Когда вот я почитал немножко литературы, как раз увидели жители этот инструмент, им очень понравилось. Исполнители так быстро перебирали пальчиками, что вот они назвали ее в переводе укулеле, звучит как прыгающая блоха. Музыка солнечного настроения. Еще один инструмент появился в ваших руках. Что это? Да, я, пожалуй, скажу, это самый интересный инструмент, который я хотел вам продемонстрировать. Это банджо. Это разновидность гитары с резонатором. Резонатором является здесь, конечно же, такой барабанчик, что дает ему очень яркий звук. Самое интересное на банджо, что на нем играет когтями. Мне, как балалайшнику, это самое важное практически, потому что мы играем, голым пальцем, и у нас разбивается ноготь, это все очень больно. Но приходится терпеть. Вот, я банджо как бы давно видел, вестерны, это любимые фильмы, как бы детства, вот, и всегда восхищался этим солнечным инструментом, он и в виде так круга, так еще как оно звучит пестро, хотелось бы вам продемонстрировать. А какая музыка, в принципе, свойственна этому инструменту? Кантри? Да, конечно, это народная музыка кантри, вот, в дальнейшее развитие получили уже такие стили, как блюграсс,
Вот. А так на нем сыграть, как и на балалайке, можно все что угодно. Я хотел продемонстрировать как раз кантри-музыку, рок-н-ролльную музыку, жанра рок-н-ролл там, и народную, собственно, самую узнаваемую сыграть хотелось вам барыня на банджо. Василий, у вас большая семья, 3 детей. Как дети относятся к инструментам? Да, у меня большая семья, я многодетный отец, у меня 2 замечательные дочки, старшая, средняя и маленький сыночек Иван. Вот, Ивану больше всего нравится банджо. Как он не требовал у меня балалайку, а он ее слышал, ему она очень нравится. Все-таки сердце у него лежит к банджо. Банджо большое, банджо звонкое, банджо классное. Вот. А настолько ему нравится инструмент, что он, в принципе, первое время у меня просто его выхватывал, считал, что это его инструмент и не давал мне заниматься. А по утрам вставал раньше всех, брал инструменты, садился, брал у меня когти. Иван называет их клёкли. Одевает, берет инструмент и начинает играть. Им очень это нравится. Девочкам нравится очень укулеле, потому что она очень проста в изучении, как я и говорил. Вот. Всем очень хочется на чем-то играть. У нас помимо струнных музыкальных инструментов есть ударные, джамбо, в общем, фортепиано. Детям очень интересно на всем это играть, им это очень нравится. То есть, получается, если сейчас вы играете на 3 инструментах один, скоро будет большой ансамбль, и дети будут каждый на своем инструменте играть. Да, разумеется, я свои навыки передам детям, потому что, мне кажется, уметь играть на инструментах любых, это просто замечательно. В любой компании можно спеть песню или сыграть, просто развлечься самому.